Пратэсты праплачаных маргіналаў, наркаманаў і прастытутак, чая агульная колькасць на вуліцах ніколі не перавышала 15 тысяч. Нягледзячы на тое, што ў апошнія тыдні сотні дзяржаўных журналістаў выступілі з прызнаннем, што ім даводзілася даваць у эфір хлусню альбо напаў праўду, вялікая колькасць рэгулярных гледачоў БТ па-ранейшаму давярае названай афіцыйнай версіі паслявыбарчых падзей у Беларусі. Якім чынам працуе сістэма дзяржаўнай прапаганды і як афіцыёзным каналам па-ранейшаму ўдаецца выклікаць даверу сотень тысяч беларусаў? І што новага расійскія адмыслоўцы прынеслі на беларускае тэлебачанне, замяняючы страйкуючых супрацоўнікаў БТ? Прызнанні знутры сістэмы дзяржаўнай прапаганды сёння ў нашым выпуску перадачы «Шчыра кажучы». Стаміліся хлусіць. Я вижу, что сейчас показываются новости о митингах с зелено-красными флагами. Потом сразу же в стык показываются убийства в штате Висконсин, где-то наводнение, еще какие-то катаклизмы по планете. Як выглядае праца дзяржаўных СМІ пасля масавых пратэстаў іх супрацоўнікаў ды іх звальненняў? Погляд знутры. И вот что получилось, когда она встретила не свою массовку, а настоящих рабочих. Хто і як цяпер займаецца вырабам фэйкаў ды прапаганды на Дзярж-ТВ? Пасля выбараў 9 жніўня ўлады ўвялі жорсткую інфармацыйную цэнзуру. З асноўных інтэрнэт-СМІ незаблакаванымі засталіся бадай толькі Тутбай і онлайнер. Дом друку не надрукаваў 5 папяровых выданняў газет «Камсамольская праўда» ў Беларусі і «Народная воля». Нібыта з-за паломкі абсталявання. Тады «Камсамольскую праўду» пачалі друкаваць у Расіі, але цяпер ужо Белсаюз друк адмовіўся прыняць выданне на рэалізацыю ў свае шапікі. Частка журналістаў БТ абвясціла страйк, да якога далучыліся і некаторыя супрацоўнікі АНТ ДС-ТВ. З 17 па 19 жніўня журналісты мітынгавалі перад сваёй штаб-кватэрай. Мы патрабуем прызнаць несапраўднымі вынікі выбараў, вызваліць усіх палітвязняў, затрыманых на мірных акцыях пратэсту, адмяніць цэнзуру ў дзяржаўных СМІ. Зварот падпісалі 600 чалавек з 1500, якія працуюць у Белтэлерадыёкампаніі. На СТВ падобны зварот падпісалі 100 супрацоўнікаў з 300. Мы хотим добиться, чтобы нас услышали и чтобы были честные новости. Уволиться проще всего. Уволиться можно написать заявление за 5 минут, а вот попытаться что-то изменить это намного сложнее. 20 жніўня кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсмонт даў адказ, што страйк не санкцыянаваны і прапанаваў падначаленым наступны выбар: або працуеце, або звальняецеся. Кіраўніцтва Белтэлерадыёкампаніі прыняло рашэнне адхіліць шэраг работнікаў ад працы. Каля 20 вядучых звольнілі за нязручныя выказванні яшчэ перад выбарамі. Многія адмовіліся працягваць працу пасля гвалтоўных затрыманняў. Паводле вядомай журналісткі Белтэлерадыёкампаніі, былой кіраўніцы аддзелу палітычных аглядальнікаў Інгі Хрушчовай, унутраная атмасфера на БТ стала рэпрэсіўная ўжо вельмі даўно. Когда я вернулась после декретного отпуска, оказалось, что вопросы журналисты уже не задают, а их раздают. И я по наивности задала тот вопрос, который у меня был на тот момент. И меня отстранили на какое-то время от работы в пуле. Я не помню, какой там вопрос нужно было задать, но мой вопрос звучал примерно так, что мы уже много лет, наши отношения с Россией как бы напоминают танцы на граблях. И вот вы сейчас говорите, что если Россия не будет продвигаться в отношениях с Беларусью так, как этого хочет Беларусь, насколько готова Россия, может быть, будут какие-то другие варианты развития событий, пересмотр характера этих отношений, какие-то уроки сделанные. После этого как бы мне сказали, что отдохни. Толькі кропкава адрэагавалі на жнівеньскія падзеі рэгіянальныя дзяржаўныя журналісты. 14 жніўня адкрыты зварот склалі журналісты Берасця. 26 жніўня два супрацоўнікі ТРК Віцебск абвясцілі страйк. Але ў выніку ўладам удалося страйк у дзяржаўных медыях здушыць, прынамсі на гэты момант. Што праўда, дзясяткі журналістаў, а таксама тэхнічных супрацоўнікаў, кшталту аператараў, звольніліся з дзяржаўных тэлеканалаў. У тым ліку іх твары і галасы. Што стала з маёй Беларусю? Цяпер ніводны з забаўляльных праектаў не выклікае той эмоцыі, дзеля якой задумваўся. Спадзяюся, што хутка вернецца тая самая мая краіна Беларусь. У мяне няма адчування празрыстасці выбараў і дыялогу паміж бакамі. У нейкі момант стала вельмі цяжка працаваць у кадры і весці размову ў студыі з людзьмі пра спорт, ведаючы, што цяпер адбываецца ў краіне. 20 жніўня ў выніку кароткачасовага страйку ў газеце «Звязда» змяніўся галоўны рэдактар.
31 жніўня новы галоўны рэдактар з'явіўся і ў камсамольскай праўдзе ў Беларусі. Прычым ім стала расійская журналістка з Хабараўска. З радыёстанцыі «Сталіца» сышлі дырэктары 2/3 калектыву. 20 жніўня на звальненне і кароткачасовы страйк супрацоўнікаў белтэлерадыёкампаніі ўлады адказалі завозам штрейхбрэкераў з Расіі. Цяпер істотная частка контенту на нацыянальным тэлебачанні ствараюць замежнікі. Іх працу аплочваюць з невядомых крыніц. Я попросил россиян, дайте нам 2-3 группы журналистов, ну на всякий случай. 6 или 9 человек, не знаю там сколько, самого продвинутого телевидения, чтобы и наших молодежи. Пусть они посмотрят, как работают. Слушайте, эти еще 2-3 группы не приехали. Половину тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, назад. Я говорю, ну ладно, сегодня возьмем назад. То завтра уйдет, не принимаем. Ах, вот россиянам платят столько, а нам столько. Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6 или 9 человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей? Якім чынам ствараюцца навіновыя сюжэты на беларускім тэлебачанні, можна зразумець па тым, як канал «Беларусь-1» асвятліў візіт сябры прэзідыуму каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай ў Жлобін, куды яна прыехала падтрымаць страйк працоўных беларускага металургічнага заводу. На кадрах з Калеснікавай была накладзеная гукавая дарожка з воклічамі мітынгоўцаў «Сыходзь», якія насамрэч былі накіраваныя не ёй, а Александру Лукашенку. А вось як гэта было пададзена на БТ. И вот что получилось, когда она встретила не свою массовку, а настоящих рабочих. Разрешите, я скажу. Вы меня услышите. Дзяніс Біцін, былы рэжысёр монтажу каналу АНТ, распавядае, што з прыходам адмыслоўцаў Russia Today змянілася вёрстка навіновых выпускаў. Я вижу, что сейчас показываются новости о митингах с зелено-красными флагами. Потом сразу же в стык показываются убийства в штате Висконсин, где-то наводнение в Афганистане, еще какие-то катаклизмы по планете. Раньше международные новости ставились обычно в конце выпуска. Сейчас это клеится в стык, просто чтобы контраст наблюдался. И, ну, естественно, человек, который не подготовлен, смотрит на это и понимает, что технология как бы работает. Он понимает, что у нас все круто, у нас флаги, у нас митинги, автопробеги, а там убийства, грабежи, наводнения и оползни. Што тычыцца вулічных акцый пратэсту, то установкі, па словах нашага суразмоўцы, выкарыстоўваюцца тыя самыя. Если это касается митинга оппозиционного с БЧБ флагами, то показать поменьше людей, или когда уже разошлись, или же пока еще не собрались. Если время съемки было в самом разгаре, то обычно это где-то край митинга, где людей не такая плотность большая, как в середине. Адмысловая инструкция, до речи, есть и на конт показу кіраўніка краіны Александра Лукашенко. Была определенная установка не давать невыгодные планы главы государства со стороны лысой головы, там, сзади, сбоку. Вот, всегда это были фронтальные планы, наиболее выгодные, и мы придерживаемся этих правил. Экспертная инициатива «Исанс» оценила апошнія змены ў эфіры беларускага тэлебачання як частку гібриднай інтэрвенцыі Расіі ў Беларусь. Фактычна роля дзяржаўных тэлеканалаў зведзеная да распальвання грамадзянскага канфлікту ў Беларусі. Асноўныя – супрацьпастаўленне ўсходу і захаду краіны, каталікоў і праваслаўных, беларускай і расійскай моваў. Адзін з тых, хто выступіў супраць цэнзуры на тэлебачанні і гвалту сілавікоў, вядоўца армейскай праграмы «Арсенал» Уладзімір Бурко. Ён не проста звольніўся, але яшчэ і напісаў зварот да Міністэрства обороны. Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа. Пра рэакцыі калег, а таксама вайскоўцаў на ягонае рашэнне, пра тое, як функцыянуе механізм прапаганды на беларускім тэлебачанні, мы паговорым сёння з Уладзімірам Бурко ў студыі сённяшняй перадачы «Шчыра кажучы». Як часта вам прыходзілася скажаць праўду, працуючы на БТ? Я работал на ВНТВ. ВНТВ производила программу «Арсенал», которую покупала
Белтелерадиокомпания. По поводу искажения, я вам скажу честно, я даже ни разу об этом не задумывался. Мы же не были в состоянии войны ни с кем. И, как мне казалось, до недавних пор моя программа была исключительно информационная. Я рассказывал о дембелях, я рассказывал о том, что приехала новая военная техника. Мне было тяжело что-то здесь исказить, потому что я даже не знаю технических характеристик. Я что мне давали, то я и читал. И по большому счету меня все устраивало. Но в конце, когда я принял решение уходить, начали поступать информации на экране ко мне, на суфлер из серии, что нужно усиливать информационную безопасность, что очень много врагов извне, что перед выборами президента нужно прям всем сплотиться. Я такой понял, что все, стоп, наверное, хватит. Я же это не пишу, но читать то, что мне написали, если я так не думаю, я так не хочу. Зараз на БТ працюють російські журналісти. Уявлення нема у вас об тим, хто вони і що вони роблять? Мне показалось, что, конечно, изменился контент. Я не скажу, что он изменился в лучшую сторону, но мне кажется, что появились такие штампы и клише российских пропагандистов. Я смотрю российских блогеров оппозиционных, которые мне очень нравятся. Максим Кац тоже, который прекрасно разобрал это совсем недавно. Появление жестких роликов с кадрами, которые не имеют отношения к происходящему в Беларуси, но чтобы люди прям посмотрели и поверили, что это именно у нас. Да, все горит, все в огне. Появление стикер-паков. Наши бы до этого никогда бы сами не додумались. Появление своих пропрезидентских телеграм-каналов, где прям все хвалят, где куча народу, где сидят специальные люди, которые получают, мне кажется, за это деньги, что пишут эти сообщения. Мне кажется, что это влияние, безусловно, либо советников, которые оттуда приехали, либо медийных людей, которые в этом разбираются больше нашего. Вы звярнуліся да Мінабароны. Што гэта было? Што вас до гэтага падштурхнула? Якая была реакция? Основной месседж был в обращении к людям, с которыми хотя бы косвенно, хотя бы заочно мы знакомы. Это высшие чины, которые сейчас в Минобороны и Совете Безопасности. Мне было страшно, потому что я понимал, что сейчас, на тот момент зверствует именно МВД, именно эта структура. В моем сообщении я сказал, что я уверен, что военные ждут приказа, и мне казалось, что ситуация развивается очень стремительно, и мне нужно было хотя бы что-то сделать. Я начал со звонков, потом вышло это видеообращение, потом начали прилетать какие-то месседжи, что вроде бы это видеообращение возымело какой-то эффект. От людей, которых я не буду называть, потому что это мое личное, и они еще себя, я надеюсь, проявят и покажут в рамках этой ситуации. Они говорили, что да, кого-то оно очень разозлило, безусловно, кого-то оно, может быть, замотивировало, но оно в любом случае до кого-то дошло. Не так давно міністр обороны ён выступіў перад насельніцтвам і сказаў, што людзі, якія выходзяць з бела-чырвона-белымі сцягамі да помнікаў Вялікай Айчыннай вайны, яны будуць мець справу не з міліцыяй, а менавіта з жаўнерамі. Як вы гэта расцэньваеце, гэтую заяву? Гэта значыць, што армія на баку Лукашэнкі? Ни один памятник, ни одно строение, музей Великой Отечественной, ничего не пострадало за время мирных акций. Ничего. И не пострадает. Я не знаю, почему это было сделано заявление, но, может, у человека внутри тоже какие-то есть комплексы, и ему нужно было, хоть что-то сказать. Хотя бы как-то оправдать присутствие военных в городе. Мол, защитой памятников, потому что как по-другому? Когда акции мирные, откуда взяться военным в городе? Почему они там должны находиться? Давайте, наверное, как-то прикроемся. И придумали эту схему, что будем защищать памятники. Я вижу это так, и мне за это, безусловно, стыдно. Я так разумею, что на БТ хваляванні пачаліся яшчэ да выбараў. Ці назіралі вы нешта з калектывам вашай праграмы, нейкія трансфармацыі? Ці быў яшчэ нехта, хто выказваўся супраць? До выборов, когда началась уже президентская кампания, когда появились Цепкало, когда появился Бабарика, Тихановская, когда история с Тихановским, все, безусловно, была какая-то рефлексия от всех, то есть каждый высказывал свое мнение, и причем это мнение совпадало с моим, безусловно. Так как программа военная, наверное, я хочу оправдать коллег, что глупо было бы прям бомбить контент про выборы, который не имеет отношения к формату телеканала вообще никакого. Но все как-то, говорят, что это так нельзя, что как это так, почему задержали, а вы видели, сколько людей выходит. Мы это каким-то образом обсуждали. Что касается БТ и Белтелерадиокомпании, и каналов, которые там представлены, там же эти звоночки начались просто один за одним.
Вот в Инстаграме один коллега принял решение увольняться. Это касается УНТ. Второй коллега, третий. Кого-то уволили за то, что постоял в очереди в Символбай. Кого-то уволили за то, что сделал пост. Кого-то уволили за то, что где-то что-то сказал. Кто-то уволился сам. Вот. И эта волна прям нарастала. И она же в любом случае тебя захлестнет каким-то образом. И мне постоянно говорили, мне писали: Владимир, нужно, чтобы вы сейчас тоже ушли, сказали. И у меня был переломный момент, когда появился звоночек со смены информационной повестки. Вот когда я прочитал, что мы должны быть в безопасности, что надо усиливать, что телеграм-каналы, что прям беда-беда. И, наверное, моя ставка сыграла, но я никогда бы не подумал, что будет такая жесть с силовиками. Вот потом с разгонами и с прочим, я понял, что я здесь сделал абсолютно верное решение. Вот прям абсолютное. А со всеми, кто ушел, мы сейчас общаемся. Что можете сказать при этом про позицию гендиректора Ивана Эйсмонта? По рассказам моих друзей, вот, он абсолютно адекватный мужик. Ну вот честно. Но, опять же, степень нашей адекватности и наши человеческие качества проявляются в стрессовых ситуациях. Вот там и начинает показываться, кто чего стоит. Я прекрасно его понимаю, если вот просто успокоиться, остановить время, выдохнуть, что человек шел к этой должности очень много лет. Был корреспондентом, наверное, получал образование. Потом возглавил, наверное, какой-то отдел. Это годы. То есть годы. И все это приходило к нему при действующей власти. И вот возникает вопрос. Если у тебя все хорошо, будешь ли ты меняться, или ты будешь отстаивать тех, при ком все у тебя получилось? Все говорят, что в общении, в жизни, за столом, за рюмкой это очень хороший человек, общительный, с чувством юмора. Но вот что касается сейчас, какие у него мысли, я не знаю вообще. Потому что мне кажется, что это настолько темный лес и дебри, и, может быть, человек настолько стоит перед одним из главных выборов, да, там, в своей жизни, решений. Либо вторая сторона, он четко убежден в своей позиции и не сдаст назад ни сантиметра. Расійскія журналісти, і вони працюють, повідомлялося, за $2000 у месяц. За 5000 рублей что-то говорили. І некие плюшки там так. За які гроші ви погодились застаться? Ці есть такая сумма? Нет. А таких денег нет там. Ну это правда. Я ж могу озвучить, да, сколько я получал? Я получал на Арсенале в лучшие свои месяцы 280 белорусских рублей. Сколько виходів у вас було у місяць? 4. При яких умовах есть можливость, что вы ізноў будете вядоўцам у гэтай праграме? Это изменение действующего строя, это новый президент, это абсолютная реформа белорусского телевидения, я не знаю, как это назвать. Назову это реформа, но это слово, оно такое, да, революция в белорусском телевидении. Я в это не верил вообще ни одного года, как-то все плыло по течению. Но сейчас я вижу, что что-то может поменяться. Мне бы этого очень хотелось. Мы заслужили нормальный телек, пожалуйста. Сколько можно? Неужели, у нас же есть профессионалы, но у нас есть люди, которые могут что-то изменить. Ці ведаеце вы, чым зараз заняты тыя, хто звольніўся, таксама як і вы з БТ, чым яны зараз займаюцца? Те, кто вернулся назад, я не знаю таких примеров пока. Есть люди, которые чистые телевизионщики. Вот они приходят с профессиональным, да, профильным образованием на телевидение. У меня другая ситуация. Я пришел из свадеб и корпоратов на телевидение. По большому счету я вернулся к своим истокам, к своему основному бизнесу, назовем это так. И у меня таких большинство коллег. Вот прям, если я перечислю список людей, это все будут не чистые телевизионщики. Мы со всеми пересекаемся на презентациях, на выставках, на мастер-классах для ведущих, на свадьбах, корпоратах, на юбилеях и так далее и тому подобное. То есть телевидение – это история не про деньги, вообще не про деньги. Но это пунктик, который позволяет повысить свою медийность и добавить чуть-чуть денежек к своему ценнику уже на частных мероприятиях. Что касается людей, которые жалеют, я тоже такого не знаю. Потому что из моих знакомых, кто чистый телевизионщик, это буквально, мне кажется, 1-2 человека. Кто-то ушел в YouTube. И людей, с которыми, да, вот мы общались, и которые, наверное, бы вы сказали, слушай, наверное, что вот я сгоряча. Вот прямо сгоряча ни одного человека. Вот правда. Чарговыя допыты асноўных гульцоў гэтай прэзідэнцкай кампаніі у перадачы «Шчыра кажучы» вы можете паглядзець таксама на Смарт ТВ і ў групах Белсату, на Ютубе ды ў сацыяльных сетках.